возможно, а точно будет расширяться. Я вот, знаете, в добавлении к тому, что уже сказал Бадр Зурабович, действительно реализация этого аэропорта – это прямое поручение президента России Владимира Владимировича Путина. И, как принято, на все поручения президента должны выполняться точно в срок. На встрече Владимира Владимировича с Бадром Зурабовичем в Москве была достигнута договоренность, что аэропорт будет запущен 1 мая. Вот сегодня ровно 1 мая, старт рейсового сообщения. Уже на этой неделе пойдет следующий борт не только из Москвы, но и из Нижнего Новгорода. И у нас еще увеличивается количество и аэропортов. И самое главное, пока аэропорт принимает самолеты узкого фюзеляжа, с начала июня добавятся самолеты широкофюзеляжные, уже на несколько сот пассажиров. Ну и судя по тому, как были распроданы билеты на первые рейсы и забронированы, мы понимаем, что огромное количество и жителей Абхазии, и гостей Абхазии с радостью воспользуются возможностью, особенно в условиях предстоящего туристического сезона. Кстати, вот вы спросили про другие регионы. Действительно, сейчас многие регионы смотрят возможность отправки рейсов для того, чтобы своих работников, своих жителей иметь возможность летом отправлять на отдых, оздоровление в Абхазию. Кстати, сегодня с Бадром Зурабовичем говорили о том, что, конечно, пустость аэропорта дает возможность для серьезного увеличения туристического потока в Восточной Абхазии. Потому что машины до Гагры, до Пицунды, а вот уже дальше за Сухум уже не очень комфортно для туристов, а вот открытие и электрички Диаскурия, которая сегодня прибыла на Сухумский железнодорожный вокзал, и пусть прямого рейса самолета, это совсем другие возможности для развития туристической инфраструктуры, туризма в Восточной Абхазии. Ну и, знаете, самое главное, действительно, Бадр Зурабович об этом сказал, это была мечта. Не случайно аэропорт носит название Владислава Владимировича Ардзинба, который мечтал о том, что независимость Абхазии будет признана другими странами. И первым такое решение принял президент России, признав независимость Абхазии. И то, что первый аэропорт принимает сегодня рейсы, я уверен, что сейчас мы говорим о разных регионах России, потом добавятся и международные рейсы. Это говорит о том, что если не просто мечтать, прикладывать к этому силы, все мечты сбываются.